Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Выпуск Салимжан. 29. Цыпленок пареный. Об общих корнях русского и татарского языков. Между прочим, на татарском языке цыпленок называется чеби. Это я к чему? Да все к тому же. Чеби, цыб, цыпленок. Эти слова на тюркско-татарском и на русском языках происходят от одного корня. Моя бабушка выходила во двор и звала «Чип-чип-чип-чип». В русской деревне Кочколак, что в Рыбно-Слободском районе Татарстана, куда мы, студенты из Казани, в 1970 году ездили убирать картофель, квартирная хозяйка, тетя Мария, помню, выходила на крыльцо и так цыплят звала во дворе. Цып-цып-цып-цып. Между прочим, в 80-е годы прошлого века по всесоюзному радио передавали веселенькую песню на узбекском языке, которую знала вся страна и пела, по-моему, прекрасно понимая, о чем идет речь, без всякого переводчика. Чип-чип-чип-чип чибилярем, чип-чип-чип-чип чибилярем. В скобках от себя замечу, что когда я учился в школе, на уроках пения мы тоже пели эту песню, но она была азербайджанская, и пели мы так: джибе-джибе-джибелерем, манын гашык-джибелерем, ой, маным джибелерем, ну и так далее. Вот ведь как в советской школе учили, а? До сих пор помню. Закроем скобку и пойдем дальше. Пойдем дальше по Салимжану. Мои друзья Алмаз и Фуат в родном ауле Иштерякова любили петь такую песню. Они ее выучили нижнекамский, где оканчивали среднюю школу. Опять придется скобки открывать. Я тоже знаю эту песню. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел на речку погулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Извините за частое отступление. Воспоминания нахлынули. Закроем скобку, дальше пойдем. Пойти квас попить, что ли? Вот так. Пишу эти строки жарким летом. Пойти холодного кваску попить, что ли? Вон внук кричит. Аннак по-татарски внук. Он в садик ходит. И по-русски, и по-татарски калякает. Хорошо, сам того не зная, на каком языке говорит. Хочу писать. Пыс итасин? Странно, однако ж, но слово «писать» на русском языке и «пс и ту» на татарском языке от одного корня – «уп и тям». И слово «упасть» на русском языке и «уп и ту» на татарском языке тоже от одного корня. В России всегда так. Поскребешь русского, выходит татарин. Как копнешь около исконно русских городов, выходит татарские кладбища. И, прищурив глаза, взглянешь на какое-нибудь исконно русское слово, так и начинает вырисовываться сквозь туман. Туман по-татарски, тюркско-татарское слово. Однако, вслед за гением всех времен и народов не признают за нашим тюркско-татарским языком, где там мирового, даже областного значения. Вот и приходится вставать на его защиту. Тюркский, татарский, тарабарский, в кавычках тарабарский, это ирония, вы понимаете, древнейший язык мира. Тюркский, татарский, тарабарский – совершеннейший язык мира. Тюркский, татарский, тарабарский – красивейший или красивейший язык мира. Кстати, насчет красоты нашего языка. Был у нас поэт Габдулла Тукай. Он умер 27 лет. В 1913 году, еще до Октябрьской революции. Стихотворения Тукая
родной язык, туган тіл, является национальным гимном современных татар. Слова этого стихотворения настолько просты, скажем, как просты творения природы. Трава, цветок, дождь. Посмотрите, как благоухают травы и деревья во время дождя. Когда запеваешь эту песню, остро чувствуется, насколько красив наш язык. Именно так красивый язык обращается Габдулла Тукай к своему родному языку. Опять, что ли, петь придется? Нет, лучше сыграем. И туган тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнің тілі. Родной мой язык, красивый мой язык, язык моего отца и матери. Любое стихотворение обычно с одного языка на другой язык не переводится. Сейчас я объясню, что означают мои слова. Имеющиеся до сих пор переводы Тукая на русский язык хромают то в одну, то на другую ногу. В них только можно понять, о чем Тукай писал. Между прочим, также слабы творения Пушкина и Лермонтова в переводе на татарский или на любой другой язык мира. Короче, стихи надо читать на том языке, на котором они писались. Стихи – это статуя из камня, а камнем для статуи служат слова, а слова имеют свойство принадлежать какому-нибудь языку. И статую на словах может разглядеть только тот, который знает язык и камень, из которого они сотворены. Я, как человек, имеющий счастье знать татарский и русский языки и читающий в оригинале Пушкина, Лермонтова и Тукая, скажу так. Тукай – третий великий поэт России. Между прочим, Тукай уже в свои 27 лет понимал, кем он является. Пушкин, Лермонтов, Тукай – три большие звезды, писал он в своем знаменитом стихотворении в ответ на слова одного критика, который утверждал, что Тукай вообще и не поэт, имеш. На этом закончим, а о великом татарско-тюркском поэте Габдулле Тукае мы расскажем отдельно. Кстати говоря, Габдуллу Тукая считают своим национальным поэтом не только казанские татары, но и крымские, и узбеки, и казахи, и азербайджанцы, все тюрки, потому что Тукай писал, во-первых, многие у него стихотворения на старотатарском языке, который был общим для всех тюрков, на арабской графике, и потом он выражал душу не только татарского, но всего тюркского народа, и он не отделял себя от других тюркских народов. Он считал, что татаров, тюрков только в России 10 миллионов. Это еще до революции в 1913 году. А со всеми тюркскими народами в разы больше. Ну, на этом закончим, а о Тукае поговорим в следующем выпуске. Смотрели видео до конца, следите за нашими выпусками, продолжение следует. Давамы бар.